حان الزفاف فيا عرائس حفلنا أقبل بالبشرى وبالأخبار تاج من الورد البهي مزين وغدا بإذن الله تاج وقار حان الزفاف فيا عرائس حفلنا أقبل بالبشرى وبالأخبار تاج من الورد البهي مزين وغدا Мы сейчас находимся в духовном центре. Называется она в честь Иса алейхиссалям. У нас был пророк Иса алейхиссалям. Даже у нас столько 120 тысяч пророков было. 25 пророков, которые записаны в книге. И наш пророк кто у нас? Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. А этот мечеть носит имя нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Это аналог мечети, который находится в Медине. Есть люди, которые были хаджи. Давайте тогда намерение сделаем всем баракатом сегодняшнего дня. Ради довольства Аллаха, баракатом хороших людей. Пусть Аллаху Та'ала нас всех соберет в следующем году в Медине. Возле Рады. Пусть Аллах Та'ала в таком составе. И те, кого нету с нами, и те, кого мы любим, пусть Аллах Та'ала не всех объединит именно в Медине, в Мекке, чтобы мы могли совершить обряды хаджа. فيا عرائس حفلنا أقبل بالبشرى وبالأخبار تاج من الورد البهي مزين. Как я говорил, территория духовного центра составляет 35 гектаров. То есть она доходит вот до тех вот забора, видите, там забор. Многие говорят, хватит строить мечети, давайте школы, садик, давайте строить больницы. Мы при Муфтаяте еще строили третью городскую больницу, вы, наверное, слышали про нее тоже. Вот исходя из этого, у нас вот сейчас, вот видите, заложен фундамент. Сейчас мы хотим там построить реабилитационный центр. И, как я говорил, зеленый купол, здесь, как в Медине, находится зеленый купол. Мы знаем, в Медине под зеленый купол похоронен пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. А у нас именно под этим зеленым куполом, где этот минарет, рядом, видите, железный каркас, который наверху. И там у нас будет находиться зеленый купол. То есть в этой части у нас будет музейная часть. Дагестан является хранителями реликвий. У нас хранятся реликвии. Давайте вместе строить духовный центр. Корану, намазу, арабскому языку. Потом идут у нас курсы кулинарного мастерства, потом у нас курсы швейного производства. Вот наш преподаватель швейной мастерской. Обязательно медицинские курсы тоже у девочек бывают. После 9 класса можно отправлять к нам своих девочек. Я вам покажу классы. Тоже есть. تاج من الورد البهي مزين وغدا بإذن الله تاج وقار حان الزفاف فيا عرائس حفلنا أقبل بالبشرى وبالأخبار تاج من الورد البهي مزين وغدا بإذن Шейх Сайфуллах Адибашларов. Это вам будет интересно, Кулинский район сегодня у нас. Это сотрудники отдела науки и образования, они занимаются очень большой работой. То есть книги, которые вот старые книги, на этой стороне вы увидите старые книги, они рецензируют, они их перепечатывают, переиздают. И плюс огромная работа проводится по отделу образования. В первую очередь хотелось бы передать вам слова приветствия от нашего муфтия шейха Ахмада Афанди. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Я очень рад приветствовать всех в стенах муфтията и знайте, что здесь всегда рады вам. Также в первую очередь хочется воздать хвалу Всевышнему Аллаху за то, что Всевышний выбрал из всех своих творений именно нас, людей, дал нам самое лучшее, что есть на этом свете, это вера в Него. Это огромная ни'ма, то есть огромное благо, которым Всевышний Аллах нас наделил. И также Всевышний Аллах дал каждому из нас разум, посредством которого мы можем различить хорошее от плохого.
И также хвала Всевышнему Аллаху, что сделал нас из числа самого лучшего из всех людей, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Первым человеком, который принял ислам, была именно женщина. Это супруга нашего любимого пророка, алейхиссалату вассалям, Хадиджа, радийаллаху анха. К вам Всевышний Аллах проявил особую милость. Всевышний Аллах возложил на вас выполнять фарзы и слушаться, если она находится в доме родителей, если переходит от дома родителей к дому мужа, слушаться мужа. Это вам достаточно. От вас зависит очень многое. Вот приведу историю из жизни Бану Исраилов. Однажды Всевышний Аллах, обращаясь к одному человеку, предложил ему выбрать. Аллах сказал ему: можешь выбрать половину своей жизни, чтобы ты был богатым, а другую половину бедным. И предоставил этому человеку, чтобы он сам выбрал, какую часть он хочет быть богатым на этом свете, какую часть хочет бедным. И он посоветовался со своей супругой. И она посоветовала выбрать, чтобы первая часть их жизни была богатой. Но она была очень мудрой женщиной. Она раздавала все богатство. Она поддерживала своих соседей, родственников, бедных, неимущих. И баракатом этого Всевышний Аллах сделал их жизнь богатой до конца жизни. Из-за того, что они вот так поддерживали других людей. Мы выражаем огромную благодарность имаму Кулинского района, нашему Мухаммаду, за то, что он организовал нас всех женщин на такую экскурсию женщин в духовный центр имени пророка Иса. Большое спасибо всем, кто приехал сюда, присутствовали вот эту экскурсию с Кулинского района. Хотели бы, конечно, еще больше, чтобы приехали узнать все это, увидеть это все, что получили баракат от этого, удовольствие получили от всего этого, от нашего ислама, от наших вот этих муфтият, от всего остального. И благодарны мы еще нашему шейху, любимому шейху, нашему Ахмад Афанди. Я Аллах. Аллаху Та'ала, я Аллах, что мы ему баракат дали, удачи дали, я Аллах, в его работе, чтобы его баракат нам тоже что передалось Лакскому району, чтобы они тоже стали очень, у них тоже стал иман сильный, терпение, все остальное, чтобы у них тоже было. Баракат от нашего устаза, чтобы им тоже было, я Аллах. Сегодня женская делегация из Кулинского района посетила духовный центр имени Иса, алейхиссалям, женский исламский образовательный центр Хидаят, также религиозная организация Муфтият Республики Дагестан. Выражаю благодарность всем за теплый прием и за очень познавательную и интересную экскурсию. Также хочу поблагодарить тех сестер, которые нашли время и приехали на эту экскурсию, и тех, у которых были намерения, но в связи с различными обстоятельствами не получилось. Пусть Всевышний Аллах будет доволен всеми, пусть все беды, невзгоды обойдут вас, пусть Аллах будет доволен. Ассаламу алейкум.